Ил-4 П-2, Ил-2 бомбардировщик штурмовиклары яңатыр истребительләр пәйда булу, солдат кулына озын күпшә штыклы җайсыз мылтыклар урынына тиз атадырган автоматлар тоттыру, дошман басымына каршы туру мөмкинлеген арттыра. Сугыш еллары вакытында Т-34 танкын конструкторлар һәр даим камилләштереп торырга тырышканнар. Ну а далее, друзья, мы с вами перемещаемся в мемориальный комплекс к вечному огню. Бүйік ватан сугышы вакыйгалары ел сайын ерагая бара. Тик ул вакыйгалар халык хәтереннән бер кайчан да җуелмаячак. Чөнки сугыш илебезнең бер генә пошмагына да, бер генә йортына да үзенең кайгылы кулы белән кагылмыйча калмаган. Газиз аналар балаларын, сөйгән ярлар барларын, балалар аталарын изге яуга, изге көрәшкә озаталар. Үзләренең газизләрен, соңгы тапкыр күрүләрен аңламый да калалар. Һәйкәлләрдә халык хәтере саклана диләр. Хәзерге мизгелдә дә мәңгелек хәтерне гәүләндерүче Дан мемориалы колоннадасында мәңгелек ут һәйкәленә чәчәкләр салыначак. Ә озакламый 1 минутлык тынлык игълан ителәчәк. Мемориальный комплекс «Книга памяти» в Парке Победы. Открылся он 30 июня 2016 года. Был создан для увековечения памяти и предоставления информации о погибших в годы Великой Отечественной войны уроженцах и жителях ТАССР. Сейчас каждый посетитель с помощью дежурных методистов, операторов может узнать судьбу своего погибшего родственника. Если солдат до сих пор считается пропавшим без вести, можно оставить анкету-заявку на продолжение поиска. Ну и расскажем о мемориале памяти парка, выполненном в форме пантеона. На табличках из мрамора увековечены имена 236 жителей Татарстана, героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. В центре мемориала горит вечный огонь. 9 май безнең ил халкы өчен бөек җиңү көне генә түгел, зур югалтуларны искә алу көне дә. 4 елга сузылган аяусыз көрәштә безнең 27 миллион чамасы кешебез һәлак булды. Якты киләчәк өчен үз гомерләрен биргән каһарманнарыбызны без мәңге истә тотырга бурычлы. Мәңгелек ут тирәли корылган бетондагы мәрмәрдән эшләнгән элмә такталарда Татарстанның 136 Советлар Союзы герое исеме мәңгеләштерелгән. Вторая мировая и Великая Отечественная война унесли жизни миллионов человек. Наверное, нет ни одной семьи, чью историю не опалили бы разруха и разлука, смерть и страх за близких. Из ТССР на фронт ушли 700 тысяч человек, половина из которых не вернулись. Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд, сказал поэт, как отрубил. Слова я эти не забыл. Пусть в этих кованных словах спасибо тем, кто на валах. Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд, сказал поэт, как отрубил. Слова я эти. Ну а мы перемещаемся к памятнику труженикам тыла. Скульптор Махмуд Гасимов. Памятник был открыт в прошлом году. И вот несколько исторических данных. В годы войны ТССР отправила на фронт не только воинов, но
продовольствие, хлеб, мясо, молоко, овощи, предприятия местной промышленности, по самым скромным подсчетам, ежедневно одевали полк и обували целую дивизию. В Казани и пригородах работали военные госпитали, в домах и квартирах размещали эвакуированных. В поселок Дербышки в первую зиму войны прибыл эшелон с блокадниками Ленинграда. Многие остались жить там и после окончания войны. Сугышчылар яу кырында сынатмасын, җиңү арты җиңүгә ирешсен өчен тылдагылар да корал һәм хәрби кирәк-ярак машиналар җитештерүдә зур тырышлык куеп эшли. Бу минутларда тыл хезмәтчәннәре һәйкәленә дә чәчәкләр салына. Сугыш елларында Казандагы 3 авиазавод еракка оча торган 100-гә якын авыр П-8 бомбардировщигы, 11 меңгә якын тиз очышлы П-2 бомбардировщик-пикировщигы һәм шул ук чамада ук У-2 төнге бомбардировщигы эшләп чыгара. Казандагы дары заводы белән берлектә монда күпмедер санда атаклы «Катюша» туп минометлары да җитештерелә. Авыл хуҗалыгы продукциясенең иң күп өлеше дә фронтка озатыла. Несмотря на суровые военные годы, в 1942 году в Казани открылась парфюмерная фабрика. Первыми были выпущены одеколонные духи под символичным названием «Татарстан». В том же году их партия стоимостью в 1500 рублей отправилась на фронт как подарки солдатам. Газета «Красная Татария» в том же 1942 году призывала в кратчайший срок завершить уборку и вывоз овощей, чтобы снабдить Красную армию и страну изобилием продуктов сельского хозяйства. Колхозницы артели «Буряк» Первомайского района Факира Гатина и Мурфуга Галимова прочитали о движении, возникшем в далеком Красноярском крае в колхозе «Красный партизан». Ну а прямо сейчас мы видим, как заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова представляет президенту республики концепцию дальнейшего развития Парка Победы. Шуннан да Казанның җиңү паркы алга да, таба да камилләшәчәк. Без бер кайтырбыз дип киткән юлдан китсәләр дә алар кайтмады. Алар өчен бары җилләр генә ачып, ябып йөрде капканы. Алар өчен янды ялгыз ана, күз нурларын сирпеп еракка. Тик ил өчен геройларча дигән хәбәр генә кайтты бу якка. Хәбәр генә кайтты бу якларга, ядкәр булып газиз анага, һәм ирданы кайтты югалмыйча, мәңгелек ут булып янарга. Рифкат Закировның әлеге шигыре аналар һәм тыл хатыннар монументы кебек үк үзендә күпме сагышлы карашны, күпме күз яшьләрен сыйдырган. Ну а далее мы перемещаемся к монументу матерям и вдовам погибших воинов. Величественная фигура женщины в длинном платье словно парит над парком. Ее видно практически со всех его точек. 4-метровый монумент матерям и вдовам погибших воинов был открыт в Парке Победы в 2005 году. Его было решено возвести в память о женах и матерях, которые ждали своих мужей и сыновей с войны. Dünya tanıp kala, yüreklerde kavuşu hissi kaba kızgalar. Kütmeyin de, kütmeyiz de barışak. Jir koynunda yatağuların. Аналар һәм тыл хатыннар монументына чәчәкләр салу мизгелләренең шаһитебез. Тормышның авыр сынаулары алдында тез чүкмәгән әби апаларыбыз алдында баш иябез.
Республика һәм шәһәр җитәкчелеге мемориаль комплексына чәчәкләр сала. Бүген бердә совет солдатына багышланган һәйкәл дә ачыла. Һәйкәлнең прообразы батырларча сугышып дошман önенә барып җиткән Рейхстаг түбәсенә күтәрелеп биек җиңү байрагын кадаган каһарманнарның берсе милләттәшебез Газиз Заһитов. Ул 1941 елда сугышка китә. Көрәш юлы Берлинга кадәр илтеп җиткерә. 1945 елның 27 апрелендә Газиз Заһитов Рейхстагны яулап алу өчен төзелгән төркемнәргә кертелә. 30 апрельдә 22 сәгать 40 минутта ул Рейхстаг өстендәге һәйкәлгә кызыл байрак өлүчеләр арасында була. Ну что же, прямо сейчас мы видим в кадре новый памятник советскому солдату. Прообразом его стал татарский воин Газиз Загитов, который вместе с однополчанами водрузил красное знамя на купол поверженного Рейхстага. Автор памятника — московский скульптор Никита Мазаев. Газиз Загитов родился в 1921 году в татарской деревне Янагушево Мишкинского района Башкирии. Он воевал в разведке 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии в звании сержанта. 27 апреля 1945 года в составе корпуса были сформированы штурмовые группы добровольцев для захвата Рейхстага и установления Красного Знамени. Одну из них в составе 25 человек возглавлял капитан Маков. Группа действовала совместно с батальоном капитана Неустроева. К вечеру 28 апреля войска переправились через Шпрее со стороны района Моабит по мосту Мольтке, сейчас Вилли-Брандштрассе, и вышли с северо-западной стороны к Рейхстагу. Загитов вместе со старшими сержантами Мининым, Лисименко, сержантом Бобровым ворвались в здание Рейхстага. Поднявшись на чердак, они через слуховое окно пробрались на крышу над западным парадным фронтоном здания и установили знамя в отверстие короны скульптора богини Победы. Газиз Загитулын, ол Рейхстагка байрак алып менде. Тик югалды аныңдан исеме, җиңү көне бүген, җиңү көне. Җиңү көне бүген, җиңү көне, онытылган күпме батырлар. Искә алыйк бүген барысында, барысында, юкса мәңге рәнҗеп ятырлар. Искә алыйк бүген барысында, барысында, юкса мәңге рәнҗеп ятырлар. Юкса мәңге рәнҗеп ятырлар. Начинается церемония открытия памятника советскому солдату в Парке Победы города Казани, столице Республики Татарстан. Татарстан баш қаласы Казанның Жиңу паркында совет солдатына һәйкәл ачылу тантанасы башлана. Сегодня, в честь 75-летия Великой Победы, по инициативе ветеранских организаций Республики Татарстан открывается памятник советскому солдату, прообразом которого стал старший сержант Гази Казыханович Загитов, один из тех, кто первый водрузил над зданием Рейхстага в Берлине красное знамя, символ победы, за мужество и героизм, проявленный на фронтах Великой Отечественной войны. Более 200 тысяч уроженцев Татарстана были награждены орденами и медалями. 351 человек были удостоены высшей награды Родины — Золотой звезды Героя Советского Союза. Среди них 186 уроженцев ТАССР и 165 человек, чья биография неразрывно связана с республикой. 50 человек стали полными кавалерами Ордена Славы. Җиңүчеләр буыны ватаныбызның һәм барлык халкыбызның горурлыгы. Вместе с нами в церемонии открытия памятника по видеосвязи принимает участие герой Советского Союза Борис Кириллович Кузнецов, герой социалистического труда Ильдус Шайхулисламович Мастюков, председатель общественной организации ветеранов инвалидов войны и военной службы Республики Татарстан, генерал-майор
Ахат Гайнулович Юлашев. Слово президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Сөз Татарстан Республикасы президенті Рустам Нургалиевич Миннихановқа. Уважаемый Борис Кириллович, Ахат Гайнулович, Ильдус Шайху-Исламович, хөрмәтле сугыш ветераннары, тыл хезмәтчәннәре, кадерле дуслар. Сердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Сегодня мы открываем памятник советскому солдату. В основе собирательного образа воина запечатлен памятники сын татарского народа Гази Загитович, который 30 апреля 1945 года водрузил красное знамя над поверженным Рейхстагом. Это памятник всем жителям Татарстана, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной. Из 700 тысяч земляков, ушедших на войну, каждый второй погиб в боях за Родину. Память о героях будет вечно жить в наших сердцах. Сегодняшняя ситуация диктует ограниченный формат мероприятия. Но с нами на видеосвязи герой Советского Союза Борис Кузнецов, генерал-майор Ахат Юлашев и герой социалистического труда Ильдус Мастюков. Хочу пожелать вам лично, а в вашем лице всем фронтовикам и труженикам тыла доброго здоровья, долгих и мирных лет жизни. Жеңүүчүлөргө карата тиран ихтияры уртак. Өлкөндөр үчүн жеңүү күнү изги байрам. Яштар көңүлүндө да ул шулай кирип калыр деп ышанам. Пусть безжалостное пламя войны никогда больше не опалит нашу землю, а знамя победы всегда гордо развивается над нашей несокрушимой державой. Байрам белән, кадерле дуслар, җиң көне белән, с Днем Великой Победы! Слово герою Советского Союза Борису Кирилловичу Кузнецову. Господин президент, я поздравляю вас с великим праздником и в вашем лице поздравляю весь наш прекрасный Татарстан. Да, сегодня мы отмечаем 75-ю годовщину разгрома немецких фашистских войск. Да, дорогие друзья, к этой исторической дате готовится все мировое прогрессивное человечество. И мы, как ветераны Великой Отечественной войны, счастливы тем, что мы с вами в годы Великой Отечественной войны сделали все для разгрома немецко-фашистских войск. Я, еще будучи мальчишкой 16 лет, участвовал в боях против немецких фашистов. Да, это были суровые годы для нашей страны, для нашего советского народа. Но хочется отметить наш тыл, наших женщин, которые в годы войны по 15-16 часов стояли около станков, ковали великую победу в разгроме немецких фашистских войск. От всей души я поздравляю в сегодняшний день весь народ нашей прекрасной России. Дай Бог, чтобы это великое счастье было на долгие годы. Дорогие друзья, я счастлив тем, что в лице нашего государства такой замечательный человек, как Владимир Владимирович Путин, наш президент, как верховно главнокомандующий. И мы в сегодняшний день с гордостью говорим о вооруженных силах нашей страны.
Потому что мы сегодня имеем самую прекрасную технику, которая может защитить в любое время наше государство. Счастья вам на долгие годы, наши ветераны Великой Отечественной войны! Благодарим вас, Борис Кириллович. Слово герою социалистического труда Ильдусу Шейхул-Исламовичу Мастюкову. Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем большой праздник, великий праздник. Нельзя не сказать о том, что сегодня мы отмечаем великую победу. Подскажи начало. Дайте, прям туда скажите. Не вижу. Ильдус Шейхул-Исламович, не волнуйтесь, мы вас слушаем. Продолжаем. Говорите просто, говорите дальше. Сегодня нельзя не отметить большой вклад Татарстана в победу нашего народа. В Татарстане работала основная часть эвакуированных институтов Академии наук. Татарстан Просто скажите своими словами. наименований продукции. Ильдус Шейхул-Исламович, мы благодарим вас. Еще раз поздравляем вас с праздником. Большое вам спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, слово председателю общественной организации ветеранов-инвалидов войны и военной службы Республики Татарстан генерал-майору Ахату Гайнуловичу Юлашеву. Уважаемый Рустам Нургалиевич, дорогие татарстанцы, от имени ветеранов Великой Отечественной войны, от нашей организации Союза ветеранов Республики Татарстан поздравляю вас, воинов воинской трудовой славы, днем 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Наша республика внесла значительный вклад в разгром фашизма. Наши воины участвовали в битвах и сражениях под Москвой, Сталинградом, Курском, снятии блокады Ленинграда, при форсировании Днепра, проявив при этом мужество, отвагу и героизм. При битве за Берлин наш Гази Загитов первым водрузил знамя победы над Рейхстагом. Более 100 тысяч наших воинов были награждены орденами и медалями. 186 воинов удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 50 воинов удостоены кавалерами орденов боевой славы. Символично, что сегодня, празднуя День Победы, мы открываем новый памятник солдату, воину, победителю. Мы благодарны вам, Рустам Нургалиевич,
всему руководству республики, руководителям городов и районов за большую работу по увековечению памяти защитников Отечества, за внимание и большую заботу о ветеранах. Мы, ветераны, активизируем нашу работу по патриотическому воспитанию молодежи. Приятно, что защитники Отечества сегодня празднуют этот великий День Победы. Желаю вам всем доброго здоровья, благополучия и успехов нашему родному Татарстану. Мы вместе, без берга, без булдравис. Уважаемый Ахат Гайнулович, Борис Кириллович, Ильдус Шайхул-Исламович, спасибо вам за теплые слова и поздравления. В эти праздничные майские дни мы отдаем дань глубокого уважения нашим ветеранам, тем, кто сражался с оружием в руках, самоотверженно трудился в тылу, поминаем павших. Всего на фронт было призвано около 700 тысяч жителей республики. Более 350 тысяч уроженцев Татарстана не вернулось с полей сражений. Всем тем, кто вынес ту войну в тылу или на полях сражений, принес победную весну поклон и память поколений. Җиргә тагын килә ямьле язлар, тарихларга уелып кала еллар, хәтерләрдә мәңге сакланырлар. Ветераннар узган данлы юллар. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена павших. В День Великой Победы, в память о советских воинах, защищавших Родину, объявляется минута молчания. Бөек җиңү көнендә ватанны саклаган совет сугышчылары истәлегенә 1 минут тынлык игълан ителә. Вечная память и слава воинам Великой Отечественной войны. Бөек ватан сугышында һәлак булган сугышчыларга мәңгелек дан. Слава воинам-победителям, отстоявшим мир и независимость нашей великой Родины.
Ты помнишь, солдат, много весен назад полыхало закатами небо. Ты шел через боль и твердил, как пароль, как священную клятву: «Победа!» Ты помнишь, солдат, обгоревший Рейхстаг, алый стяг, озаривший полнеба. Ты помнишь друзей, к ним на несколько дней опоздала в Берлине победа. Мир помнит, солдат, много весен назад твое твердое слово: «Победа!» День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у артельских мечей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали полземли, этот день мы приближали, как могли. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Это день Победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. В небе над Казанью винтокрылые машины легендарной линейки Ми-8 сводного летного отряда Казанского вертолетного завода, Управление Росгвардии и МЧС России по Республике Татарстан. Слава героических подвигов, подаривших миру победный май 45-го года. Итак, звено вертолетов не легендарной должна линейки померкнуть в Ми-8 памяти разработки конструкторского бюро нынешних имени и Михаила будущих Леонтьевича Миля. поколений.
Современные модификации винтокрылых машин транспортируют на тросовых внешних подвесках знамя Победы, государственные флаги Российской Федерации и Республики Татарстан. Винтокрылые машины пилотируют доблестные экипажи летно-испытательного комплекса Казанского вертолетного завода. Командир экипажа — старший летчик-испытатель Владислав Перепелкин, ветеран боевых действий, награжден медалью за отвагу. В 2019 году выполнял первый подъем вертолета Ми-38 для гражданской авиации. Его дед, майор Авраам Перепелкин, прошел боевой путь от Москвы до Праги. За мужество и доблесть, проявленные в боях, Авраам Перепелкин награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями за отвагу, за боевые заслуги, за оборону Москвы, за победу над Германией в Великой Отечественной войны. После войны продолжил службу в рядах Советской армии. Второй пилот, летчик-испытатель 2 класса Роман Удовиченко, летчик в 4-м поколении. Его прадед Роман Наумович Удовиченко воевал в составе 130-го батальона 5-й понтонной бригады 3-го Украинского фронта. Награжден медалью за боевые заслуги, за наведение переправы через реку Дунай в районе Будапешта, где был тяжело ранен. Борт инженер-испытатель. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының авиация базасы экипажы да һавада. Экипаж командиры мужество ордена